Монастырь святого апостола Симона Канонита – крупнейший монастырь в Абхазии и на всем Кавказе. Он находится в городе Новый Афон, в 80 километрах от российской границы. Абхазия – небольшая страна, расположенная между главным Кавказским хребтом и юго-восточным побережьем Черного моря. На северо-западе по реке Псу граничит с Россией, на юго-востоке по реке Ингури с Грузией. Исконные жители Абхазии – абхазы или древнеабхазские племена, абазги, апсилы, саниги и мессемяне. Новый Афон в Средневековье именовался Анакапией и являлся столицей Абхазии. Крепость Анакапия расположена на высоте около 500 метров над уровнем моря и является древнейшим фортификационным сооружением на восточном побережье Черного моря. С Анакапийской горы открывается дивный вид. В середине VI века на Анакапийской горе состоялось сражение. Когда Анакапия именовалась Трахеей, греки взяли Анакапийскую крепость и подчинили Абазгию Римской империи. В VII-VIII веках на Анакапийской горе строится храм, который являлся кафедрой Анакапийской епископии. В 30-х годах VIII века состоялось еще одно сражение. Арабский полководец Мурван ибн Мухаммед, разорив современную западную и восточную Грузию, затем проникнув в Абхазию, взяв город Себастополис, нынешний Сухум, осадил крепость Анакапию. В ночь перед сражением абхазское воинство молилось перед иконой, явленной на этой горе. На утро обнаружилось, что 34 тысячи арабов заболели кровяной холерой. Большая влажность и прибрежные болота довершили эпидемию. В сражении погибло всего 2000 арабов. Мурван снял осаду и быстро удалился из Абхазии. Без преувеличения мы можем сравнить эту битву с битвой Карла Мартеллы под Пуатье почти в это же время, когда под Пуатье было приостановлено продвижение арабов на Европу. Так под Анакапией было остановлено продвижение арабов на Кавказ. В XI веке Анакапия оказалась в руках греков, и они перестроили храм в честь Федора Тирана. Сохранились каменные плиты с текстами на греческом языке. В XVII-XVIII веках Анакапия приходит в упадок. В XIX веке, после вхождения Абхазии в состав Российской империи, здесь возникает монастырь, и город отныне называется Новым Афоном. Сегодня это крупный туристический центр Абхазии со знаменитыми афонскими пещерами. В середине I века апостолы Андрей Первозванный, Симон Канонит и Матфей, пройдя малазийские города, область Понта и страну Лазов, прибыли в Абхазию в город Себастополис, нынешний Сухум. Здесь апостол Андрей, оставив Симона Канонита, направился к зихам, то есть адыгам. По сообщению историка Страбона, в Себастополисе сходилось до 70 народностей. Апостол Симон, благовествуя в этом большом городе, привлек к себе внимание римских легионеров, квартированных в то время в этом городе. Покинув Себастополис, Симон Канонит приходит в Анакапию, где проживали в основном абазги, то есть абхазы. Проповедуя здесь, он жил в небольшой пещере в ущелье реки Псырцха. Однако слухи о проповеднической деятельности Симона, дошедшие до Себастополиса, заставили римских легионеров предпринять решительные меры, следствием чего и стала мученическая кончина святаго апостола Симона Канонита. Он был обезглавлен. Местные жители погребли тело апостола и передали своим потомкам память о месте погребения. Позднее на этом месте строится храм в честь святаго Симона Канонита. Нынешний храм был построен на месте древнего,
9-10 веках. Этот храм представляет абхазскую храмостроительную школу. До 1843 года храм Симона Канонита оставался абсолютно целым и сохранял фрески. Местный дворянин Хасан Маргани, принявший исламскую веру, решил, разобрав своды храма, выстроить из них свой дом. Владетельный князь Абхазии Михаил Чачпа не раз предупреждал Хасана о том, что такое поругание над храмом закончится печально для него. И действительно, у Хасана умерли дети, сам он был вынужден уехать в Турцию, где вскоре скончался. В 60-х годах XIX века единственный оставшийся в живых из его сыновей вернулся в Абхазию, принял крещение и отдал отцовский дом под строительство храма в честь апостола Симона Канонита. Однако этому дому не суждено было стать храмом. В 1874-75 годах русский Свято-Пантелеимов монастырь на Святой горе Афон в Греции испытывал огромное давление со стороны греческих монахов. Греки пытались отобрать у русских Пантелеимонов монастырь. В случае решения этого вопроса в пользу греков необходимо было создать новый монастырь, куда бы могла переехать братья русского монастыря на Афоне. С этой целью насельники Пантелеимонова монастыря обратились к чрезвычайному полномочному послу России в Константинополе. Последний, в свою очередь, обратился к наместнику Кавказа. 6 сентября 1875 года в Анакапию прибыли иеромонах Арсений, монах Агапий и монах Иоанн. Иноки осмотрели развалины Анакапийской крепости и храм Симона Канонита. В начале декабря 1975 года наместник Кавказа передал под строительство монастыря 327 десятин земли, развалины храма Симона Канонита и других старых построек. В 1876 году в распоряжение монастыря было отдано еще 1000 десятин земли. 3 ноября 1875 года в Анакапию вместе с другими афонскими монахами в качестве эконома прибыл иеромонах Иерон, впоследствии устроитель и настоятель Новоафонского монастыря. Под его руководством в 1976 году были построены 4 каменные здания, в том числе храм Покрова Пресвятой Богородицы и школа для абхазских детей. 17 октября 1876 года состоялось освящение Покровского храма и открытие школы. В конце 1876 года отношения между Россией и Турцией стали ухудшаться. Афонским монахам, прибывшим в Абхазию, было дано распоряжение прекратить все строительные работы, закрыть школу и отправиться в Геладский монастырь. Ключи, оставленное имущество, было передано представителям местного абхазского населения. 28 апреля 1877 года в ходе высадки турецкого десанта все здания Новоафонского монастыря были сожжены. В октябре 1978 года монахи возвратились в Анакапию. Начались восстановительные работы. 3 февраля 1979 года состоялось повторное освящение Покровского храма. 8 декабря 1879 года монастырь получил официальное право на существование и с этого времени стал именоваться Новоафонский Симоноканонитский монастырь. К тому времени число братьев составляло 50 человек. В 1883 году были начаты работы по возведению корпусовых храмов Нагорного монастыря. В 1984 в Нагорном монастыре был освящен первый храм Вознесения Господня. 1 марта 1986 года братья переехало в жилые корпуса Верхнего монастыря. 29 сентября 1890 года был освящен главный собор в честь великомученика и целителя Пантелеимона. Закладку этого собора совершил лично император Александр III во время посещения монастыря 24 сентября 1891
1988 года. При освящении собора присутствовало около 18 тысяч человек. Собор в честь великомученика Пантелеймона, выстроенный в неовизантийском стиле, вмещал более 3000 человек и был украшен замечательными фресками под руководством художника Серебрякова. Пол собора был выложен оригинальным паркетом, проваренным в масле. Собор, помимо центрального предела в честь Пантелеймона, имеет еще 4 предела: святителя Николая Мерликийского, святого Александра Невского и расположенные в хоралах собора пределы святого Георгия и святой Марии Магдалины. Только предел в честь Александра Невского сохранил первоначальный иконостас. Остальные же были разобраны в советское время и использованы в качестве стройматериала для передела подвальных помещений. Нижний ярус центрального иконостаса имел огромные иконы в серебряных окладах. На центральном престоле стояла замечательная дарохранительница, массивная серебряная модель всего собора. Эта реликвия до конца 60-х годов 20 века хранилась в музее, устроенном внутри собора. Дальнейшая судьба ее неизвестна. На солиях и около иконы были сделаны чугунные ограды. С восточной стороны собора Пантелеймона по периметру алтаря была устроена ризница, которая сохранилась до нашего времени. Собор с 4 сторон окружен жилыми братскими корпусами. У каждого монаха была своя келья. В корпусе, который примыкал к храму Андрея Первозванного, находились певческая комната, библиотека, переплетная, канцелярия. С западной стороны собора возвышается колокольня высотой 50 метров с механическими часами. Часовой механизм сохранился до наших дней и находится в рабочем состоянии. Под колокольней располагалась монастырская трапезная, вмещавшая до 1000 человек. Все здания Верхнего монастыря были белого и светлого цветов. Архитектура ансамбля поражала своим размахом, добротностью и практичностью. Наместник Кавказа Михаил Николаевич Романов в своей резолюции о передаче земельных угодий и храма Симона Канонита монастырю подчеркивал необходимость, насколько это будет возможным, при восстановлении храма сохранить древние остатки. 20 февраля 1876 года он командировал в Анакапию знатока церковной археологии князя Гагарина, который сделал обстоятельный отзыв о состоянии храма и его возможной реставрации. Сопровождавший Гагарина военный инженер Степанов составил рисунки храма Симона Канонита. 10 мая 1882 года состоялось освящение восстановленного храма святого апостола Симона Канонита. Анакапийская гора и развалины крепости также были переданы в ведение Новоафонского монастыря. На горе появились жилые постройки и была устроена часовня в честь иконы Иверской Божьей Матери. Афонские монахи привезли копию этой иконы, которая на Афоне именуется Вратарницей и находится в Иверском монастыре. После постройки часовни на Анакапии и сама Анакапийская гора в народе стала называться Иверской. В советское время часовня была разрушена. Древний храм на Анакапийской горе монахи собирались восстановить и осветить в честь Преображения Господня. За храмом они хотели устроить пещерные церкви, Голгофу и обретение креста Господня, наподобие того, что имеется в Иерусалиме в храме Воскресения. В конце 1882 года отец Ирон закончил постройку каменной плотины через реку Псырцх. Плотина решила несколько проблем. Во-первых, оздоровила местность, поскольку застой воды был причиной распространения лихорадки. Во-вторых, под водопадом были устроены обширные склады, холодильники, которые так необходимы в субтропическом климате. В-третьих, появилась водяная мельница и пекарня, где хлеб месился машиной, работавшей на силе воды. И, наконец, рядом с плотиной была устроена гидроэлектростанция, которая в 1901 году обеспечила электричеством весь монастырский комплекс. Динамо-машина для этой электростанции была подарена лично Николаем II из Зимнего дворца.
По руслу реки Псырцх отец Ирон устроил систему 7 больших круглых прудов, где монахи разводили рыбу. У монастыря была узкоколейная железная дорога, механизированный лесоспуск и сохранившийся до наших дней небольшой паровозик на Афонской горе. Монастырь имел обширные сады. К началу 20 века лимонные плантации насчитывали около 2000 корней лимона, а в оливковых рощах плодоносило 14 тысяч масочных деревьев. Территория монастыря занимала площадь размером с маленький город, которым, собственно, является современный Новый Афон. Внутренняя жизнь монастыря регламентировалась соответствующим уставом на горе Афон. Этот устав соблюдался и в богослужении. Каждый день совершалась божественная литургия. Во время утренней отец-настоятель ежедневно исповедовал братью. В 1908 году число монахов составляло 313 человек, послушников – 248 человек. В монастыре постоянно служило до 10 иеромонахов. К 1917 году число братьев насчитывало 730 человек. После Октябрьской революции началось разорение Новоафонской обители. Монастырь потерял рыбный промысел, часть своих покосов и выгонов для скота. Инокам постоянно угрожали реквизировать и продать с аукциона скот и хозяйственный инвентарь, отобрать земли, вырубить культурные насаждения, разорить все монастырское хозяйство. Запрещали собирать виноград, яблоки. Часть монастырских земель была передана совхозу Псырцха, а из братьев была организована трудовая община, на которую была возложена трудовая повинность – работа по 8 часов в день. Под тяжестью великодержавного русского царизма, владыкам помещиков, монастырей и меньшевиков страдал абхазский народ. В 1924 году Новоафонский монастырь разделил трагическую судьбу множества православных обителей. Он был окончательно закрыт как очаг контрреволюционной пропаганды. Все его земли были переданы совхозу, многочисленные храмы подверглись разорению и поруганию. Монастырскую ризницу разграбили, власти отобрали и осквернили драгоценную богослужебную удварь, святые чаши, золотые священнические облачения, увезли вещи, пожертвованные обители царской семьей и православными благотворителями. Впоследствии братские корпуса Новоафонского монастыря были переоборудованы под гостиницы для отдыхающих. В зданиях Нагорного монастыря открыли санаторий номер 3. Соборный храм обители стал санаторным клубом, Покровский храм – кинотеатром, а храм мученика Иерона превратили в спортзал. Скрываясь от преследований и репрессий, новоафонские монахи ушли в горы и расселились в основном в высокогорной долине Псху. Эта долина расположена в ущелье реки Бзып, за главным Кавказским хребтом. Трудоступные ущелья связаны с внешним миром лишь несколькими тропами через хребет. Зимой в течение 4-5 месяцев эти перевалы непроходимы из-за глубоких снегов в горах. В апреле 30 года всех монахов, подвязавшихся в селе Псху и окрестностях, большевики арестовали и отправили под конвоем через перевал в Сухум. Около 150 иноков расстреляли по дороге, убивая также старых и немощных. Оставшихся в живых монахов по прибытии в Сухум разделили на 2 группы. Одну увезли в Новороссийск, другую в Тбилиси. Часть иноков, отправленных в Новороссийск, приговорили к заключению в концлагерь, остальных – к расстрелу. Возобновление жизнедеятельности монастыря произошло весной 1994 года, вскоре после окончания Грузино-Абхазской войны. Первым настоятелем обители стал игумен Петр Пигаль. С помощью иудоков московского подворья русского на Афоне Свято-Пантелеймонова монастыря началось возрождение обители. В 1997 году монастырю была возвращена икона Избавительницы с изображением апостола Симона Канонита и мученика Пантелеймона
держащих этот образ. Икона была написана в конце XIX века иконописной артелью монастыря. С 1999 года настоятелем Новоафонского Симоно-Канонитского монастыря является иеромонах Андрей Ампар. На сегодняшний день число насельников монастыря доходит до 40 человек. Из них 3 иеромонаха, иеродиакон и 4 монахов, а также послушники, трудники и студенты духовного училища. В летний период монастырь дает приют большому количеству паломников, а также является достопримечательностью для многочисленных туристов, отдыхающих на Черноморском побережье Кавказа. Каждые воскресные праздничные дни проходит богослужение. Монастырь открыт для посещения ежедневно, за исключением понедельника и дней Великого Поста. По воскресеньям в Покровском храме и храме Симона Канонита духовенство обители совершает таинство венчания и крещения. Хотелось бы отметить, что все требы и таинства на Новом Афоне совершаются безвозмездно. Обитель находится в юрисдикции Абхазской епархии. У монастыря много нерешенных задач. Монастырские земельные угодья, запущенные сады, разрушенные храмы и здания. В монастыре постоянно ведутся реставрационные работы. Начат проект воссоздания центрального иконостаса собора. Монахи вручную изготавливают свечи из чистого воска, пекут монастырский хлеб. Функционируют мастерские иконописи и резьбы по дереву. В 2002 году при монастыре открыто духовное епархиальное училище. Его выпускники поступают в высшие учебные заведения или несут послушание при монастыре и других храмах Абхазии. С 2003 года при училище открыта Регенская школа. Милостью Божией и трудами иноков обитель растет и расширяется. Монастырь был и остается центром христианского просвещения на Кавказе, институтом, способствующим созданию и поддержанию нравственных устоев общества независимой Абхазии.